Здравствуйте, любители хороших фильмов! Сегодня я расскажу вам сюжет драматического боевика под названием Кинг-Конг всего за 4 минуты. Осторожно, в данном видео присутствуют спойлеры. Погнали! 1933 год. Действие фильма начинается в Нью-Йорке, в разгар Великой депрессии. Главная героиня фильма по имени Энн Дероу, лишившись работы актрисы, случайно знакомится с Карлом Денхэмом, кинематографистом. Продюсеры отказались финансировать его новую картину, сказав, что это всего лишь трата времени и денег. Но несмотря на это, Карл приглашает Энн принять участие в своем новом фильме. Узнав о том, что сценаристом фильма является ее любимый Джек Дристун, она соглашается на участие в киносъемках и тут же заключает трудовое соглашение. Вскоре все они отправляются на старом судне под названием СС Вентур снимать фильм на остров Черепа, затерянный в Индийском океане у западного побережья Суматры. И во время плавания Энн и Джек влюбляются в друг друга. Однако ночью происходит непредвиденное. Несмотря на все старания экипажа судна изменить взятый курс, корабль в тумане садится на каменные скалы, обступающие остров Черепа. Высадившись на остров, киногруппа обнаруживает там туземное племя, проживающее в деревне возле циклопической стены с огромными воротами. Между ними происходит столкновение, во время которого гибнет член съемочной группы Майк. Потом туземцев удается отогнать стрельбой. Тем временем команда латает пробоины. Однако затем аборигены похищают Энн прямо с отчалившего судна. Отправившиеся к ней на выручку члены киногруппы и моряки обнаруживают, что девушку привязали к огромной рогатине и выставили за стену. Из джунглей появляется невероятных размеров горилла, напоминающая Николая Валуева, которую аборигены называют Конг. Горилла хватает Энн и уносит прочь. Преследуя существо, американцы сталкиваются с доисторическими ящерами, гигантскими насекомыми и другими чудовищами. Многие члены команды и киногруппы погибают. Однако Дристану все-таки удается добраться до логова Конга и спасти девушку. Денхэм, воодушевленный потрясающим открытием, тут же меняет свои планы. Теперь он хочет доставить Конга в Нью-Йорк и разбогатеть, показывая его публике за деньги. Морякам с большими потерями удается обездвижить Конга, усыпив его хлороформом и погрузить его на корабль. Вернувшись в Нью-Йорк, Денхэм реализует свою идею. Во время шоу Конг, разъяренный лживым театральным представлением, разрывает стальные цепи и освобождается. Начинается паника. Николай Валуев выходит в город и пытается найти Энн, круша все на своем пути. В конце концов он ее находит и, преследуемый военными, взбирается с ней на шпиль Empire State Building. Здесь истребители атакуют и расстреливают его из тяжелых пулеметов. Несмотря на попытки Энн остановить их криком. В неравной схватке с военной авиацией Валуеву удается сбить 3 самолета из 6. Наконец, умирающий Николай Валуев падает с небоскреба, а Энн, оставшуюся на шпиле, находит Дристун. Вокруг мертвого тела гориллы собираются жители города. Кто-то из зевак говорит, что Валуев просто здоровое животное, с которым легко разобрались самолеты, но стоящий прямо у лица гиганта Карл про себя отвечает: его убили не самолеты, чудовище убила красота.